Программа «Размышлизмы». Сегодня у нас 16 марта 2021 года, и у меня сегодня один небольшой размышлизм. Я вот наблюдаю не только за башкирской политикой, за тем, что происходит среди представителей вида Homo sapiens, имеющих башкирскую идентичность, татарскую идентичность и прочие разные идентичности. Но я еще наблюдаю за тем, что происходит в российской политике. И один из способов наблюдения – это регулярный просмотр некоторых YouTube-каналов. И вот сегодня я хочу про один такой YouTube-канал рассказать. Кто именно, как называется YouTube-канал, говорить я не буду. Кто догадается, тот догадается. Кто не догадается, тот не догадается. Но смысл, в общем, такой, что вот я наблюдаю за людьми, которые там говорят, вещают что-то. И я понимаю, что они чувствуют, что они проиграли. Они проиграли, и это видно и по их внешнему виду, и по их настроению, и по энергетике, которая в целом там происходит. В целом они проиграли. И эти люди, они совершенно, как бы сказать-то, не отвечают интересам башкирской нации, совершенно не отвечают. Да, то есть, соответственно, в общем, понятно, что подсознательно они уже чувствуют, что они проиграли и идут к своему проигрышу. Но момент тут есть такой. Момент здесь есть такой, что вот мысль, которую я хотел донести, одна из мыслей в этих размышлениях, это в том, что их проигрыш не означает нашу победу. Да, уважаемые будущие члены башкирской нации, я к вам обращаюсь. Их проигрыш не означает нашу победу. Это вот мысль номер один. Да? Соответственно, нужно понимать, что действительно их проигрыш не означает нашу победу. Их проигрыш просто означает их проигрыш. Да? Как бы наша победа – это немножко другое. Вот. Это первый момент, и это видео я снимаю в том числе для того, чтобы потом в будущем, через несколько лет, тыкнуть пальцем на это видео и сказать: ага, смотрите, 16 марта 2021 года Шамиль записывал это видео, и вот все говорил, что вот будет вот так вот, да? И показать кое на что. Да? Ну вот, собственно, примерно так. С этой целью я записываю видео. Теперь вторая мысль, которая вообще хотелось бы ее тоже произнести. Наверное, три мысли будет. Вот это сейчас вторая мысль. Вторая мысль, она в том, что есть такое понятие, как цена победы. Цена победы, да? И вот у всего есть цена. И победа — это тоже такой некий товар, который можно купить на рынке. Да? А есть на рынке, вы знаете, закон спроса и предложения, кривая спроса, кривая предложения. Там, где вот кривые спроса и предложения пересекаются, там в этой точке возникает PE, да? Equality Price, то есть цена, по которой происходит сделка. И вот цена победы — это, собственно, цена, то количество человеческих жизней, то количество человека лет, которое отсижено в тюрьмах, да, и прочие моменты, это и есть цена победы. То количество нерожденных детей и так далее, и так далее. В некоторых случаях это то количество ассимилированных в какой-то российский этнос детей, еще что-то там, для детей, лишенных возможности говорить на родном языке и прочее, прочее. И вот, если мы будем говорить про цену победы, то, естественно, желательно эту цену минимизировать. То есть идеальный вариант — это вообще получить победу даром. То есть такие варианты тоже существуют, они вполне возможны, и совсем даром, конечно, вообще не получится, да? Но в теории такое возможно, в теории. То есть цена победы стремится к нулю. Вот. Здесь я просто хотел бы обратить внимание, что есть такое понятие, как цена победы, и вполне возможно, что от времени, от конкретного времени зависит, какая цена победы. То есть в какой-то момент времени цена победы выше, в какой-то меньше, в какой-то момент начинаются какие-то события, которые цену победы, соответственно, сильно уменьшают.
иногда даже при некоторых сценариях возможна ситуация, когда цена победы стремится к нулю. Как бы, да, такое тоже возможно. Это сверхоптимистичный сценарий. Что еще хочется сказать? То есть, чтобы вы услышали про такое понятие, как цена победы, это вторая мысль. И третья мысль, это у нас мысль про то, что и вот смотрите, эффект безбилетника, давайте так назовем. У нас в экономике есть такое понятие эффект безбилетника. Эффект безбилетника заключается в том, что экономические субъекты, допустим, вот заходят и что-то делают, домохозяйство, там, предприятие и так далее. Бывает иногда такая ситуация, что кто-то не заплатил, но проехал, безбилетник, зайцем проехал. Да? То есть вот в экономике такое часто бывает. Но конкретный пример я сейчас приводить не буду. То есть смысл такой, что вот кто-то другой делает, а этим пользуются все. И вот те, кто пользуется, но ничто не вкладывает вот в то, чтобы это было сделано, это безбилетники. Безбилетники. И поэтому, вот, допустим, мы это видим даже среди оппозиции, да? Потому что среди очень большое количество людей, которые формально являются оппозицией, мы знаем, что есть безбилетники. Их на самом деле большинство. То есть задача безбилетников трындеть. Надо менять режим туда-сюда, там, в общем, режим скоро-скоро пойдет и так далее, и так далее. Вещать такую пропаганду. В общем, да, как бы, и всерьез с режимом не бороться. Раскачивать ситуацию там и прочее, прочее. И посылать кого-то, чтобы кто-то там боролся с режимом был пушечным мясом. И вот, если вдруг режим сменится, то вот те, кто трындел, что нужно менять режим и так далее, вот эти безбилетники, они сразу вылезут и скажут: мы здесь власть, давайте за нас и так далее, и так далее. Вот. Соответственно, это вот я привел пример эффекта безбилетника с оппозицией. Соответственно, если мы говорим про, возвращаемся к нашему случаю, да, к нашим баранам, скажем так, к тому, что я до этого говорил, то есть про то, что мы видим, что, я вижу, что из YouTube каналов некоторых, да, понимаю, что те, кто там вещает, они, собственно, уже сами подсознательно понимают, что они проигрывают и скоро проиграют. Раз, это первая мысль. Вторая мысль, где-то про цену победы, я вам обозначил, да, в первой мысли там есть подпункт такой, что их проигрыш не означает нашу победу. Да, вот как бы это в первой мысли основной такой подпункт. Вторая мысль, это то, что есть такое понятие цена победы. И третье, это эффект безбилетника. И вот мы в национальном дискурсе коренные народы данного государства чудесного, мы тоже будем наблюдать эффект безбилетника, и мы его уже наблюдаем. Например, татары, там, за татарский язык, туда-сюда, там, да, прочие народы там, в общем, и так далее, и так далее. Башкиры там тоже за башкирский язык и прочее, прочее. Но вот, допустим, ситуация с Куштал что показывает? Кто является безбилетником в ситуации Куштал? Кто? Мы знаем, что 80 да и более процентов людей, которые были на Куштал, среди защитников, это были этнические башкиры, это были башкиры. Какой процент составляет башкиры в Республике Башкортостан? 30, наверное, с чем-то, где-то так, 30 с копейками, там, да? Так, примерно. Получается, что в теории на защите Куштала их должно было быть 30% с чем-то. Но их было 80%. Вопрос, кто безбилетники? Кто пользуется тем, что... и так далее, и так далее. Вы понимаете, да? И вообще, каково их отношение к башкирам, к Башкортостану и так далее. Просто задайте себе эти вопросы, и вы поймете, кто является безбилетником. И у вас не будет каких-то иллюзий, да, по поводу разных моментов. И вот эти безбилетники, они, собственно, есть большинство. То есть задача вот этих людей – это
вот и меня в том числе используют как пушечное мясо, да, там, вот, ну, очень многие просто меня ненавидят, да, вот. Если ты говоришь правду, тебя ненавидят все. Если ты будешь говорить правду про всех, то они все тебя будут ненавидеть. И поэтому, вот если я сейчас начну говорить правду про всех, ну, они все реально будут меня ненавидеть, они будут трындеть, что они оппозиционеры, но, соответственно, будут мечтать, чтобы меня либо грохнули побыстрее, либо посадили и так далее. Вот та же самая оппозиция, да? Вот. Соответственно, вот так устроена жизнь, да? И что вам еще рассказать-то про безбилетников? То есть люди, которые нифига не борются, а ждут, когда за них будут бороться другие, для того, чтобы затем воспользоваться плодами тех, кто боролся, и для того, чтобы прийти к власти. Ну, то, это вот среди оппозиции такое обычное явление, да? Вот такой момент. Что еще хочется сказать? И на самом деле это не только среди оппозиции, это и во власти там то же самое. Там, вот, знаете, есть какие-то люди там, в общем, да, вот эти во власти там, и у них то же самое там происходит. То есть, как бы есть безбилетники, которые ждут, когда кто-то выполнит черную работу, там, еще что-то, да, то есть, как бы, и так далее, и так далее. То есть, эффект безбилетника работает везде. Такой универсальный закон, к сожалению, в политике он тоже работает. И вот этим наблюдением я хотел бы поделиться. Оно, в общем, из экономики, но, как мы видим, к взаимоотношениям между представителями вида Homo sapiens, оно тоже имеет отношение. Вот, 3 мыслики я вам сказал, достаточно, я думаю, серьезные мыслики в этих размышлизмах. Я не слышал, чтобы кто-то эти мыслики еще рассказывал до меня, поэтому, если кто-то их скажет, вы тыкаете на это видео и говорите, что это Шамиль Амангильдин сказал эти мыслики 16 марта 2021 года, чтобы не присваивали себе мою славу, да? Извиняюсь за выражение. И, может быть, еще одну мыслику сказать? Или ее... Ну, давайте я ее не буду в этом видео рассказывать. Я ее в другом видео как-нибудь расскажу. Всего хорошего. До свидания.